Или геноцида никакого. Геноцида не было, да, геноцида не было, могу сказать это точно. Десятки тысяч убитых и изгнанных с территории Чечни. У вас откуда такая информация? Вы все-таки журналист федерального СМИ, и вы не можете распространять недостоверную информацию. У вас какой источник? Во-первых, Путин говорил о 30 тысячах. То есть вы, как журналист «Эхо Москвы», цитируете Путина, и вы считаете, что это... Чеченские власти говорили о 160-150 тысячах. Кого? Убитых. Кого, русских, что ли? Убитых разных человек, из которых большая часть это русские. Кто вам это сказал? Это были чеченские власти, но они туда, видимо, включили Я не знаю, какие вы власти, без вести. я не знаю, какие вы власти имеете в виду. Я знаю, что того, что называется геноцидом, до начала войны не было. Был общий фон криминала, бандитизма, на который накладывался этническое противостояние, которое было, поверьте, в Москве, в Екатеринбурге, везде. Бандитский Петербург, описанный Андреем Константиновым в его цикле романов и потом в фильме «Бодка». Только вот наложите на бандитский Петербург, где тоже есть там противостояние группировок этнических, это все. У слабых отбирали квартиры. Это было по всей стране. У слабых, а у русских, да, в Чечне. У слабых, можно я это говорю? У слабых отбирали квартиры. Ваши фантазии достаточно примитивны. Честно говоря, меня не особенно интересует, потому что я это все видел своими глазами. Я могу сказать, что русских чеченцы в массе своей не геноцидизировали, не истребляли и не изгоняли. Большая часть русского населения Грозного погибла, когда ельцинская банда начала артиллерийский обстрел густонаселенного города, в котором жили по преимуществу русские. Поэтому русские погибли под Ельцинском. Это ваши фантазии. Русские а я там был. оттуда, вы там не были, а я там был. Не рассказывайте мне сказки. Не покупайте квартиры по Маше, они все равно будут наши. Подождите. Слушайте, здесь тоже отбирали у квартир в Москве. Здесь чеченцы остались, только еще больше стало в Москве. Причем тут А в чеченцы? Чечне русских не осталось вообще. То есть вы сознательно сейчас сеете ненависть к чеченскому народу. Распространяете эти фантазии. Своими именами. Вы лжете, это ложь, это наглая ложь, которую вы ни на чем не можете основываться. Нет такой статистики. Это просто домыслы фашистской пропаганды. Русские в Рязань, ингуши в Назрань. Таких вот лозунгов, ничего этого не было, да? Это политика, которая полностью поддерживалась самопровозглашенной властью Чечне. Это абсолютная хрень. Это просто ложь и тупая глупость, которая не имеет ничего общего с реальностью. Население Грозного половина русские, половина чечены. Да не русские там были, там армяне, евреи жили, русских там же мало. С евреями там было Гулькин нож. Ну что мне рассказывать, вы хоть раз были в Грозном? Я часто читаю подобные комментарии, что якобы до Первой русско-чеченской войны в Чечне происходил геноцид русского населения. Я считаю, что это пропаганда и попытка оправдать то, что Россия творила, начав эту войну, в которой погибали и чеченцы, и русские, и другие жители Чечни. Именно после начала Первой русско-чеченской войны и начался настоящий геноцид населения Чечни, независимо от национальности. До войны в 90-е годы преступность захлестнула все постсоветское пространство. Людей убивали, похищали и грабили независимо от национальности. Происходили криминальные разборки, взрывы средь бела дня. Действовали банды и маньяки. И на фоне этого разгула преступности в России Чечня занимала одно из последних мест среди российских регионов по уровню преступности и бандитизма. Так что хватит распространять свою лживую пропаганду.